Всем привет! Мы находимся в спортивном комплексе «Триумф», где традиционно проходят очные события крупного фестиваля «Мусустар». Здесь начали работу все 14 направлений фестиваля. А интерес к этому мероприятию ежегодно растет. И в этом году «Триумф», как обычно, стал местом притяжения самой активной и талантливой молодежи. «Открой Якутию» – так называется одно из новых направлений молодежного фестиваля «Мусустар». Здесь устроили викторину по туристическим местам республики с главным призом – путевкой с плавом по реке Лени. Представили иммерсивный проект «Голос внутри», где в беспроводных наушниках звучат живые концерты и аудиоперформансы. А лицом трека стал Алексей Журухин, первый человек, проехавший все крайние точки материковой России и 55 стран мира. Он поведал о своем блоге «Путешествие со смыслом». Мы уже больше года путешествуем на «Москвиче» 81 года, который купил мой друг на Авито за 70 тысяч рублей. И мы показываем именно доступный туризм. О том, что даже на такой машине, на самой бюджетной, сбросившись с друзьями вместе на бензин, можно доехать куда угодно. В прошлом году мы ездили на Ямал, а в этом году мы хотели поехать в Якутию. Причем мы своим ходом стартовали с Красной площади в Москве, пересекли всю Россию сами и по зимнику приехали в Якутию, по Мирнинскому зимнику, и дальше поехали по самому северному зимнику Якутии и нашей страны, и доехали до самого северного населенного пункта Дальнего Востока, Юрнхая. Нынешнее мероприятие прошло под девизом «Вместе победим». На фестивале «Мусустар» представили широкую линейку дронов, от самых маленьких, используемых только в обучении, до крупных, мощных аппаратов для дальних полетов. Здесь они могут увидеть FPV-дроны, новинки, которые собраны в Республике Саха-Якутия. Мы рассказываем про технические характеристики, про их особенности применения. Потом далее ребята могут увидеть, как их собирают. В наших цехах пайки специалисты работают. Могут увидеть, как комплектующие печатаются на 3D принтере. Далее попробовать себя в роли пилота на симуляторе. Могут примерить военную форму, снаряжение, почувствовать на себе. Фееричное шоу фестиваля прошел на ура. Ведущими вечера стали певица Арина Данилова, блогер Эсми, телеведущий Тимур Соловьев и режиссер Александр Желобцов. В этот день прямо на сцене состоялась церемония бракосочетания семьи Васильевых. Также специально для закрытия фестиваля «Мусустар» свое приветствие отправила молодежь Донецкой и Луганской народных республик, Владивостока и Москвы. По итогам конкурсов и соревнований были выявлены лучшие молодежные районы Якутии. Среди арктических районов победителем во второй раз стал Булунский улус, а среди центральных районов и городских округов выиграл Горный район. Победители получили сертификаты на сумму 1 и 2 миллиона рублей. Торжественное мероприятие завершилось концертом певца Хабиба Шарипова. Эмоции переполняют, мы до конца не верили, но я очень благодарю наших ребят. Дорогие ребята, большое вам спасибо! Биһиги луспутугар сүүстен тақа ытчат муниципальный этапка кыттыбыттара бу финалга республикага хетти онча ытчап бүткелен хас бидди трекка хас бидди кайскага команда турган үлене ыттыбыт мен олустен долгуян туран мактанан туран в этом году в фестивале приняли участие более 2000 молодых людей. В рамках 14 треков было проведено 24 конкурса, деловых игр, квизов, спортивных соревнований, а также множество встреч с экспертами. Генеральным партнером молодежного фестиваля традиционно выступила промышленная компания «Эльга», авиакомпания «Якутия» и социальная сеть ВКонтакте.